По всей Чувашии, в том числе и в Канашском районе, на сегодняшний день проходит акция антинаркотической направленности. В нашем районе оно носит название «Вместе против наркотиков», в ходе которой в каждом учебном заведении проходят тематические встречи с молодежью, поддерживая идею «Нет пагубным привычкам», учащиеся 9 класса Большебекшихской средней школы сегодня собрались в библиотеке. Наркоманы, ребята, редко переживают 30-летний возраст. Один из американских наркологов пишет: «Я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте 30 лет. Дело заключается в том, что человек начинает употреблять наркотики в 18 лет, а к 20 годам он становится хроническим наркоманом уже. То есть хроническим наркоманом человек может становиться уже после 2-3 доз принятия какого-нибудь наркотического вещества». Ну, как вы знаете, уже наркомания – это страшная болезнь. Она выражается в болезненной зависимости от какого-нибудь наркотического вещества, ребята, да? И принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе смертный приговор. Однако наркотические вещества, они стоят очень дорого. Вы об этом, конечно же, уже слышали. И те, кто занимается распространением наркотиков, они, конечно же, делают все, чтобы как можно больше потребителей этих наркотических средств у них были, да? Они засылают своих агентов в подростковую среду. Предварительно библиотекарь рассказала об истории появления наркотических средств с помощью слайдов и видеопрезентации наглядно, продемонстрировала последствия употребления их, провела обзор тематической книжной выставки. В целом антинаркотическая встреча прошла интересно и созидательно. С участниками побеседовала и главный специалист-эксперт сектора по физической культуре и спорту администрации Канашского района Алина Павлова. Она, как никто другой, знает, насколько активной и ищущей молодежи нужно создавать площадки для самовыражения, показывать на собственном примере перспективы занятия спортом, участие в волонтерском движении и в целом быть целеустремленной личностью. У нас в районе идет акция, вы знаете, да, молодежи, здоровый образ жизни. Также с апреля по июль месяц у нас проходит акция «Вместе против наркотиков». В поддержке для талантливой молодежи, да, вы все знаете, что у нас есть стипендия главы администрации. Может быть, возможно, кто-то из вас ее и получает. Она, правда, составляет 200 рублей в месяц, но в течение года эта сумма набирается. Какую сумму? 2400, да? 12 месяцев по 200 рублей. Я думаю, что это хорошая возможность для вас. Например, вы же всегда хотите, например, чтобы вам родители купили телефоны. Вот вам, пожалуйста, как бы первоначальный взнос для покупки телефона. Остальное, например, вам могут добавить родители. Есть также стипендия депутата малого. Она составляет 500 рублей. Но вот в республике есть как бы еще большой стимул для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые могут получить стипендию в размере 1830 рублей. Она выдается ежемесячно, тоже в течение года, и сумма как бы набирается почти около 20 тысяч, грубо скажем так, округлим, если да. Но для того, чтобы получить данную стипендию, вы все знаете, да, нужно хорошо учиться, участвовать во всех мероприятиях, как районного, республиканского и всероссийского масштаба. Подача данных документов у нас начинается где-то в конце августа, сентябрь вот мы собираем, и получается до 1 октября мы ваши документы отвозим в министерство. Вы, кто-то тоже, наверное, возможно, и получал данную стипендию, там собираете портфолио, да, куда вы как бы прикладываете за последние 3 года все ваши достижения. Это и в спорте, и в творческой деятельности, и, возможно, в каких-то олимпиадах вы участвуете. Поэтому я как бы призываю вас, чтобы вы участвовали на всех мероприятиях и как бы были достойными претендентами на получение данной стипендии. Участвуя в акции, молодежь выражает свое отношение к пагубной привычке. Отрадно, что у юных жителей Канашского района есть свое мнение, свои цели и стремления. Коля Талезин скоро закончит 9 класс. В ближайших планах у молодого человека поступление в престижный техникум и овладение профессией автомеханика. В свободное время я играю в футбол, занимаюсь в спортивном клубе «Локомотив Канаш». Особо-то свободного времени нету от этого. После школы на тренировку, потом домой, уроки. Понял, что много людей из-за этого погибают, и это очень вредно. Я считаю, что нельзя так поступать. И советую, чтобы кто уже входит
состав тех людей, кто принимает наркотики, ну, избавиться от них, что ли, или, ну, и перестать их употреблять. Хочу вам прочитать правила 4 «нет» наркотикам. Правило первое. Постоянно выбирайте себе твердое «нет» с любым психоактивным веществом, в любой дозе, какой бы она ни была малой, в любой обстановке и в любой компании. Всегда только слово «нет» должно быть у вас. Правило второе. Постоянное формирование у себя умений в получении удовольствия при полезной ежедневной деятельности, хорошая учеба, занятия спортом, активный отдых на природе. А значит, это твердое «нет» безделью, скучной и неинтересной жизни. Правило третье. В вашей жизни большое значение приобретает умение выбирать себе друзей и товарищей среди сверстников. Вы должны уважать свое мнение, не поддаваться влиянию окружающих вас сверстников, которые предлагают вам попробовать наркотик. Нет в компании, где употребляют наркотики. И правило четвертое. Нет своей стеснительности и неустойчивости, когда предлагают вам попробовать наркотик. Жизнь, ребята, дороже. Спорт – это жизнь, вот и стараются в Канашском районе изо всех сил вовлекать в различные спортивные секции как можно больше активистов. Здоровый образ жизни не имеет возраста, поэтому и на легкоатлетические старты, и на состязания по тяжелой атлетике приходят как юноши, так и спортсмены в возрасте. Сегодня в Канашском районе проходит очередной турнир по мини-футболу. В рамках республиканской акции «Молодежь. Здоровый образ жизни» сегодня у нас в районе в физкультурно-спортивном комплексе проходит 7-я физкультурно-спортивная спартакиада среди советов молодежи по мини-футболу. На данных соревнованиях принимает участие 9 команд. Очень радует, что с каждым годом количество команд возрастает. Победителями прошлых игр был Совет молодежи при Караклинском сельском поселении. Футбол мы, конечно, борцы все любим, поэтому я решила участвовать на этих соревнованиях. Первый раз, и мы заняли первое место. Мне это очень понравилось, и в этом году, как я родила ребенка, решила тоже еще раз прийти. Советую всем заниматься спортом, это хорошо для здоровья, для души, для тела. Я, так как занимаюсь спортом более 20 лет, с 4 класса, я советую детям не сидеть в телефонах и заниматься спортом. Это очень полезно для здоровья. Не секрет, что привязанность к вредным привычкам больше наблюдается в подростковом возрасте. Часто, по мнению специалистов, это происходит по незнанию или из обычного любопытства. В целях профилактики сотрудники полиции совместно со всеми заинтересованными службами посещают школу, где рассказывают не только о вреде наркотических средств, но также и об ответственности. Особое внимание уделяется социально незащищенным слоям населения, семьям, где не оказывается должного внимания детям. Ежегодно у нас в районе проходят акции по профилактике наркомании и токсикомании. Особая роль в ходе таких оперативно-профилактических мероприятий уделяется несовершеннолетним и детям, воспитывающимся в неблагополучных семьях, потому что они зачастую вовлекаются в эту среду. Наиболее распространенным преступлением является хранение, перевозка, изготовление наркотических средств. Это статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ошибочно думать, что для того, чтобы размер наркотиков являлся значительным, нужно килограмм и более. Для некоторых видов наркотиков достаточно 0,01 грамма, чтобы его размер сочли значительным. Также за незаконное культивирование наркосодержащих растений можно получить срок до 8 лет лишения свободы, а за вовлечение в потребление наркотических средств до 15 лет лишения свободы. Наиболее опасным преступлением является сбыт. Причем за сбыт наркотиков в особо крупных размерах можно получить пожизненное лишение свободы. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, назначается реальное лишение свободы, так что ни о каком условном сроке тут говорить не приходится. Также не стоит забывать об административной ответственности. Статья 6.8 и статья 6.9 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконный оборот и незаконное потребление наркотических средств» влечет за собой наложение штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, либо до 15 суток административного ареста.
Если вам что-нибудь известно о незаконном обороте наркотиков, просим сообщить по телефону 49002 или 02. Человек не вправе бездумно распоряжаться своим здоровьем. Так считает молодое поколение Канашского района. Любое поведение, связанное с саморазрушением, непросто, опасно, оно безнравственно по отношению к своим близким. Забота о собственном здоровье не просто скучная обязанность, а непременное условие реализации своих желаний, достижения успеха в жизни. Помните, счастливых наркоманов не бывает.